Канал Натли. Сегодня после долгого перерыва у нас снова уроки. Бірінші сынып кітабымен 7-8 сабақ. То есть по книге первого класса. По вот этой книге мы сегодня пройдем 7-8 урок. Ссылка на эту книгу у меня в телеграм-канале, а ссылка на телеграм-канал в описании под видео. Обязательно подписывайтесь, все материалы я скидываю туда. Итак, кеттік. Бірінші 7 сабақ. Кел ойнайық. То есть давай поиграем. Да? Өзім туралы, про себя. Кел ойнайық, давай играть. Ойнау — это в целом играть. А вот кель, то есть это вот призыв к действию. Вот давай. А прямой перевод кель — приходи, то есть подходи, давай играть. Кел ойнайық, давай играть. Жаңа сөздер, сегодняшние новые слова. Сегодняшний урок — это отыр, тұр, дұрыс. Отыр, тұр, дұрыс, дұрыс. Когда повторяешь одно слово несколько раз, как будто его смысл теряется, но нет, мы не должны его терять. Итак, жаңа сөздер. Жаңа — новый, сөздер — слова. Во множественном числе слова. Сөз — это просто слово, вот 3 буквы. Сөз, сөз. А сөздер — это уже во множественном числе. Итак, у нас 3 новых слова. Үш жаңа сөз. Отыр, тұр, дұрыс. Итак, отыр — это садись, тұр — это встань, и дұрыс — это правильно. Возможно, звучит похоже, но, как видите, садись, встань и правильно — это вообще 3 разных слова, никак между собой как будто не связанных. Бірінші тапсырма. Первое задание — бірінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Посмотри на картинку, рисунок, ответь на вопросы. Сұраққа — это вот на вопрос. Жауап — ответ, бер. Дай ответ на вопрос. Бұл кім? Кто это? Бұл кім? Ата, әже, мұғалім, оқушы. Ата, әже, мұғалім, оқушы. Ата, әже, мұғалім, оқушы. Ата — дедушка, әже — бабушка, мұғалім — учитель, оқушы — ученик. Это оқушы, кстати, в казахском языке это и девочка, и мальчик. Қыз бала, ұл бала, неважно. Екінші тапсырма. То есть вот бұл кім, кто это? Екінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. То же самое. Посмотри на рисунок, ответь на вопрос. Кім отыр, кім тұр. Кім — это кто. И наши новые слова. Отыр и тұр. Отыр, как вы видите, отыр. Кім отыр? Кто сидит, да? И кім тұр? Кто стоит? Кто стоит? Кім отыр? Давайте ответим. Әже, мен, ата. Бабушка и дедушка. И это мен. Әже, мен, ата. Әже мен ата отыр. Бабушка и дедушка сидят. Кім тұр? Кто стоит? Ученик и учитель, да? Оқушы және мұғалім тұр. Оқушы мен мұғалім тұр. Тұрып тұр, скорее будет правильно. Отырып тұр мы не говорим. Отыр будет, да, как я ранее говорила, это просто, то есть әже мен ата отыр. А вот когда стоят, это в основном не говорят, вот, например, оқушы мен мұғалім тұр. Тұрып тұр. То есть они буквально стоят стоя. Вот как-то так. По смыслу, если, то есть не по смыслу, а вот прямой перевод, как-то попытаться сделать тұрып тұр. Вот они вот стоят. А иначе, когда мы говорим кім тұр, просто вот оқушы мен мұғалім тұр. Вот они как будто, как бы это объяснить, например, какая-то вещь, қайда тұр, мы можем сказать, где эта вещь стоит, да? И мы говорим, ана жақта тұр, вот там стоит. И то же самое, но так как это люди, они стоят на ногах, они прям стоя стоят, это не вещь, которая лежит где-то, но мы говорим, что она там стоит. Поэтому мы говорим, оқушы мен мұғалім тұрып тұр, подразумевая, что это люди, которые стоят прямо на своих ногах. Я надеюсь, я смогла объяснить. Кеттік. О боже. Так,
есте сахта, то есть запомни. Мен отырмын, как видите, окончание. Мен отырмын, сен отырсың, ол отыр. То есть я сижу, ты сидишь, он или она сидит. Неважно. Третье лицо, он, она, на казахском это ол. Мен отырмын, сен отырсың, ол отыр. Мен тұрмын, я стою, сен тұрсың, ты стоишь, ол тұр, он стоит, она стоит. Угу. Вот, мен отырмын, я сижу, сен отырсың, ты сидишь, ол отыр, он, она сидит. Итак, келі ойнайық. Нас снова зовут поиграть. Неше оқушы отыр, неше оқушы тұр. То есть неше это сколько, оқушы ученик, то есть неше оқушы отыр, сколько учеников сидит и сколько учеников стоит. Учеников, мне кажется, я забываю русский язык уже. Поправьте меня в комментариях, если неправильно говорят, вот сколько учеников стоит. Да, вроде говорят во множественном числе. Вот. А на казахском мы просто можем сказать неше оқушы тұр, оқушы в единственном как будто числе, но из-за того, что неше оқушы тұр, сколько ученика стоит, учеников стоит, мы говорим. Да, все равно на русском множественном числе, а тут мы так не используем множественное число. Просто неше оқушы тұр, неше оқушы отыр. И нам предлагают, видимо, посчитать, да? Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 оқушы тұр, 6 учеников стоит. И 1, 2, 3, 4, 5. 5 оқушы отыр, 5 учеников сидит. Мен отырмын, тут отвечает мальчик, то есть я сижу. Мен тұрмын, говорит девочка. Мен тұрмын, это я стою. И учительница, мұғалім, говорит дұрыс, правильно, все правильно, дұрыс. 4 оқушы тұр, 5 оқушы отыр, 4 оқушы тұр. Ладно, видимо, у них там своя математика. В общем, осылай. Қосымша тапсырма. То есть дополнительное задание. Я перевожу просто все, что вижу на этой странице, поэтому 4 оқушы тұр, 4 ученика стоит. Я не знаю, почему вот этот текст залезает на нашу картинку, ну ладно. И 8-й урок, 8-ші сабақ. Кел, қайталайық. То есть давай повторим. Қайталау – это повторять. Кел, қайталайық, давай повторим. Бірінші тапсырма, суретке қара, тыңда, қайтала. Вот қайтала, повторяй, тыңда, слушай, суретке қара. Қара, то есть смотри. Смотри на рисунок. Салем. Девочка здоровается, и мальчик отвечает также. Салем. Салем. Это именно вот на ты, когда получается привет. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Видимо, Жұлдыз, допустим. Менің атым Жұлдыз. Вот, Жұлдыз переводится как звезда. Но именно не переводится. Слово переводится. Имя. Меня зовут Жұлдыз. Бұл кім? Бұл, допустим, мұғалім. Мұғалім. Бұл кім? Кто это? Или бұл мен. Это я. Бұл это переводится как это. И дальше ваше слово. Например, кім это кто, а не это что. Бұл не, что это. И мальчик отвечает. Бұл текше. Помните, мы проходили в предыдущих уроках. Это куб. Текше. Суретке қара, ойлан, толықтырып айт. То есть, смотри на рисунок, ойлан, думай, подумай, толықтырып айт. Дополни. Толықтыру – это дополнить, толықтырып айт, то есть скажи, дополняя свой ответ. Үлгі бойынша сөйлес. Сөйлес, сөйлесу, сөйлеу, то есть поговори по примеру. Говори по примеру. Итак, маған доп берші. Маған доп берші. Дай мне мяч. Маған, мне, доп. Доп это мячик. Берші, дай. Сенде неше қалам бар? Сенде, у тебя. Неше, сколько? Қалам, ручек бар.
есть. То есть сколько ручек у тебя есть. Сенде неше каламбар, сколько ручек у тебя есть. Сен неше жастазын, сколько тебе лет. Кім отыр, кім тұр. Допустим, снова этот вопрос, кто сидит, кто стоит. И я тут привела такой пример. Мин отра трамн. То есть именно показать вам, как используется слово отр и тур в одном предложении вместе. Если сделать прямой перевод, то это я сижу стоя, я стоя сижу. Вот. А по сути, мин отра трамн, вот этот трамн показывает какой-то промежуток времени, что я вот сейчас что-то поделаю, и потом уже не буду это делать. То есть, например, ты кого-то ждешь и говоришь этому человеку, я посижу, да, вот, я посижу. Если в русском это одно слово, на русском, казахша мы говорим мен, я, отра, не отрам, то есть не я буду сидеть просто, а вот я посижу, то есть я вот подожду, как будто посижу, пока ты придешь, какой-то вот краткий промежуток времени, да, то есть ожидание. Мин отра трамн, посижу, мин отра трамн, то есть отру сидеть, тру стоять, но отра трамн это посижу. Мен тұрып тұрамын. Кто-то говорит, например, садись, отыр, и вы говорите, жоқ, рахмет, мен тұрып тұрам. Нет, спасибо, мен тұрып тұрамын. Вот, как я ранее говорил, тұрып тұрамын, я буду стоять, да? То есть мен тұрып тұрамын. Не надо искать в этом смысл. Язык такая вещь, где не надо искать смысл, просто пытайтесь это запомнить, привить, больше слушать native носителей, чтобы быть в окружении вообще казахского языка, чтобы понимать и на автомате это применять. Мы вообще не задумываясь говорим, например, вот кто-то идет в магазин и, например, можно сказать, жақсы, мен отыра тұрамын да, например, тогда я посижу, вот, мен отыра тұрам. Или кто-то говорит, например, в автобусе тебе друг уступает место, и ты говоришь, жо, рахмет, мен тұрып тұрам. Нет, спасибо, я постою, вот, я не буду стоять, а я постою, посижу, постою, мен тұрып тұрам. Вот, менде тұрып тұра аламын, менде, и я, менде тұрып тұра аламын. Слишком разные значения, в общем, я тоже, и я тоже могу постоять. Вот, мен тұрып тұрамын, по сути, это должно быть я постою, не буду стоять. Если вот это вот, я буду стоять, это будет мен тұрып тұрамын. Нет, также подходит, по сути, и я буду стоять, и я постою, оба подходят по смыслу. В зависимости от контекста вы можете использовать мен тұрып тұрамын, либо как я буду стоять, утверждение вот кому-то вот мен тұрып тұрам. То есть вот кто-то вам говорит, садись, а вы такие, нет, я буду стоять, мен тұрып тұрам. Или вот кто-то там куда-то идет, и вы такой, я постою, мен тұрып тұрам. Вот. На этом все. Если понравилось, ставьте свои лайки, пишите в комментариях, что снять в следующий раз. Все материалы, как я ранее говорила, в телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. Всем рахмет, келесі видеода көріскенше, сау болыңыздар.